Да, Института бизнеса и права. Института бизнеса и права. Вот. И Андрей Владимирович, доктор экономических наук, и, соответственно, работает в этой сфере. Вот. И самое главное, что когда мы уже познакомились, то очень много общего в том, что мы увидели общий взгляд на систему образования, то есть в России, и, конечно, попытались понять, что происходит у нас. Поэтому мы с удовольствием попросили рассказать об этих процессах и дать некоторые представления. Прошу любить и жаловать. Большое спасибо. Здравствуйте. Хочу сказать, что уже который раз я приезжаю в Бишкек. Для меня это всегда очень радостное событие. И вот даже в этот раз я приехал, вот простыл. Чувствовал себя плохо. И вот буквально там за пару дней уже чувствую, как набрался сил, поправился. Вот. Очень благодарен вам, что вы сегодня воскресный день пришли сюда, на наше мероприятие. Вот. И хотел бы рассказать немножко о преамбулу такую небольшую, о теме своего выступления. Тема посвящена образовательным реформам в Российской Федерации. И если мы часто говорим о том, что на нашем постсоветском пространстве многие процессы протекают достаточно синхронно, но только где-то, может быть, раньше, где-то чуть-чуть позже. И вот если действительно эта тенденция соблюдается, если она верна, то я думаю, что очень скоро в Кыргызстане в сфере образования жить будет очень нелегко. Потому что в России ситуация была очень спокойная в образовании, напоминала такое некое сонное царство на протяжении достаточно длительного времени. А последние 2 года это что-то невероятное, то, что творится. И вот как вчера говорила Кристина, когда она вспоминала, что происходило, когда она училась в свое время, и когда ломались все традиционные схемы, вот примерно то же самое происходит сегодня в России. То есть 2 года ситуация настолько непредсказуемая, непонятная. Я бы даже сказал так, что, наверное, 80% ректоров вузов даже не понимают то, что происходит, потому что задан такой огромный вектор движения вперед. Все меняется, все ломается. И, естественно, в основе лежит изменение всех наших типичных представлений, советских представлений, допустим, о высшей школе, о системе образования. То есть мы переходим на рельсы западного образования, американского, европейского. И многие очень не понимают этого процесса, но, соответственно, вынуждены все менять в своей деятельности. И вы знаете как? То есть, как это обычно принято, любые изменения сначала принимаются в штыки, то есть никто не хочет их применять. Допустим, мониторинг вузов, который у нас сейчас действует уже, сейчас 3-й год, соответственно, когда он вводился, очень многие ректоры заявили, что они не будут в нем участвовать. Но после того, когда закончился первый, и когда начались сплошные проверки тотальные, и когда вузы стали закрывать только на основании того, что вузы оказались неэффективными, не прошли мониторинг, все это в корне изменило ситуацию. И сегодня штаты в вузах увеличились, наверное, как минимум где-то там на 10-20 человек. Вот за это время, и причем это все люди из одного отдела, то есть из отдела как раз проведения мониторингов, всевозможной отчетности, перестройки качества образования и так далее, и так далее. В вузах сегодня бурление невероятное. И если говорить о моей оценке того, что происходит, она очень сложна, потому что я тоже являюсь представителем образовательного сообщества, и мне очень сложно тоже говорить, допустим, что эти все изменения позитивны, и, наверное, время рассудит, какие они. Но однозначно совершенно напрашивается аналогия, если говорить о России, с Петром I, как он бояр за бороду хватал и там такими же методами кавалерийской атаки вводил изменения в свое время в России. Вот то же самое происходит сегодня в российском образовании. И поэтому я так думаю, что если такая же волна придет сюда, то очень скоро, скажем так, вам придется здесь очень-очень жарко. Потому что, я думаю, что эти изменения придут. Вот. Давайте перейдем к теме нашего сегодняшнего выступления. Итак, что же все-таки у нас такое сейчас происходит? Я, естественно,
Если говорить о тенденциях, я не буду на этом останавливаться, это как бы достаточно уже истины банальные. Мы можем просто пробежаться глазами, вот, допустим, по тенденциям современного мира, которые вызвали необходимость изменения образования. Естественно, мы говорим о военных средствах коммуникации, о том, что границы все размываются, несмотря на то, что вы видите, сегодня у нас есть усиливающееся сопротивление отдельных государств, не желающих, допустим, где-то изменяться. Вот. Но эти процессы, я думаю, их остановить невозможно. Глобализация, коммерция, обучение через интернет, объединение больших и малых, новые досуги, изменяющие характер работы, старение населения и так далее, и так далее. И изменения в образовании в целом в мире таковы. То есть сегодня мы говорим о том, что образование становится пожизненным, и на выступлении на своих в Бишкеке я несколько раз говорил о том, что предсказания такие есть, что очень скоро вузы будут заключать со студентами вечный договор на обучение, то есть как я не знаю, какой-то абонемент в плавательный бассейн. Человек будет заканчивать обучение в вузе, потом, допустим, переходить на какую-то новую программу, на работе у него что-то изменится, он, значит, опять вуз попросит краткосрочный какой-то курс подготовить. Сегодня говорят о том, что гораздо эффективнее не, допустим, чтение лекций в аудиториях каких-то. Мы знаем, что повсеместно идет тенденция, ну, скажем так, неприсутствия студентов на лекциях, то есть очень многие работают, не хотят ходить на лекции, особенно устаревшие по своей форме. Но при этом говорится о том, что какой-нибудь один дистанционный, грамотно составленный курс, если как бы он сделан действительно очень хорошо, и люди самостоятельно его изучили через интернет, то он может быть гораздо эффективнее, чем там, я не знаю, там какое-то определенное количество лекций прослушал студентов в аудитории. Поэтому создаются такие глобальные программы обучения. Вы видите, что творится, допустим, в всевозможных онлайн-университетах. Все сегодня выкладывается в сеть. И, может быть, единственная, ну, скажем так, проблема у нашей аудитории заключается только в отсутствии знания языков. И если бы, например, английский был бы очень, ну, скажем так, хорошо изучаем и знаем нашими студентами, то количество студентов, которые бы уходили в другие вузы и обучались бы через интернет, ну, в десятки, в сотни раз бы увеличилось. Наверное, это через некоторое время и произойдет. Поэтому рождаются какие-то лучшие мировые методики, и сегодня можно спокойно, совершенно бесплатно, самое главное, или за небольшие деньги приобщиться к лекциям ведущих профессоров из ведущих университетов мира. Затем мы говорим о том, что везде идет приспособление курсов к индивидуальным особенностям обучающихся. То есть раньше мы всегда об этом говорили, что в классе студенты все, школьники, они все разного уровня подготовки. И раньше невозможно было каким-то образом вот градировать обучение, подстраиваясь к тому или иному студенту или учащимся. Сегодня это уже возможно, благодаря, опять-таки, интерактивным и онлайн-технологиям. Мы говорим о том, что сегодня каждый становится, и через некоторое время так и будет, и учителем, и учеником. Вполне возможно, профессор отчитает курс. Ну, собственно, со мной, например, так происходит. Я, допустим, отчитываю курс в университете, потом я прихожу через Skype, беру уроки языка. То есть я становлюсь учеником. Кто-то из студентов из моих, который тоже присутствует на лекциях, потом что-то такое в онлайне там преподает. Какие-то, может быть, там вещи, связанные там, с коворкингом, сейчас очень модно, дают советы друг другу студенты, там, или что-то еще другое, где уже они выступают в роли учителей. Меняется вся система оценок, используются новейшие технологии. Ну, собственно говоря, это вот маленький перечень того, что сегодня происходит и почему образование меняется на планете. Как же под вот эти вот все вызовы подстраивается российская система образования? И что нового происходит? Опять-таки, я вот сегодня, да, я думаю, вопросы потом у меня будут связаны с моей оценкой того, что происходит. Она сложная, эта оценка. Но я прекрасно отдаю себе отчет, что я просто тоже винтик в механизме. И, может быть, эта оценка придет чуть-чуть позже. По крайней мере, я хочу сказать, что, ну, допустим, вот коррупционные схемы старые, которые раньше присутствовали, да, вот при проверках, например, в наших вузах, они явно совершенно уходят. То есть, вот благодаря тому, что сегодня огромное количество экспертов приходят, это наши же коллеги при проверке вузов, то
по-другому подход. То есть, если раньше можно было заплатить деньги какие-то, и тебе там все подписывали, какие-то документы необходимые, сейчас это практически уже становится невозможно. То есть, и проверки очень частые, и вот система открытости, она повсеместная. И на сегодняшний день, то есть обязательно нужно все иметь, то, что определено какими-то нормативными актами. Ну, то есть вот на глазах это видно, как оно потихоньку уходит. Вот, поэтому, наверное, позитивное, конечно, что-то есть в этом. Я думаю, и контроль, и мышление. То есть, вы знаете, ну вот мы как раз будем говорить об этом, когда будет на 4-й у нас день работы, общественный мониторинг и так далее. Естественно, когда, то есть, как меняется наше мышление, да? Когда мы очень часто начинаем понимать, что вот это уже плохо, та же самая коррупция, то же самое взяточничество и так далее, этот процесс незаметный, он как бы изнутри действует на каждого из нас, но постепенно приводит к трансформации сознания. Я вот, например, хочу сказать, что то, что происходит сейчас в России, например, то есть я говорю о политике изоляционизма определенного, ну, это как для меня, например, ножом по сердцу, да, потому что я думаю, что все самое лучшее, что у нас произошло за последнее время, связано именно с открытостью, с нашими выездами в другие страны и так далее, и так далее. И вот, например, сегодня в Москве явная тенденция, в Москве, в Петербурге, в крупных городах каких-то. Например, люди перестали пить в таком количестве. То есть вы помните, что раньше такое происходило, да, допустим, водка вообще уходит вот из, скажем так, со стола. То есть появляются хорошие вина, какой-то подход к культуре питья и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, это связано с тем, что люди ездят, смотрят и понимают, что это не есть хорошо. Допустим, так себя вести. Поэтому и коррупция сегодня уже все начинают понимать, что это шаг назад. Вот. И, например, ну скажем так, вот мы оцениваем разных политических деятелей по-разному. Вы знаете, какое неоднозначное курс Саакашвили, да, в России. Но все при этом понимают, что он избавил страну от коррупции. И причем какое грузинское общество, которое было очень сильно, как бы, скажем так, вот, связано с этим процессом. И поэтому, хочешь ты это, не хочешь, какая-то официальная оценка и так далее, люди понимают, что это плохо, и человек, вот, допустим, вот это смог государство от этого избавить. И, соответственно, и оценки тоже меняются. Поэтому вот этот вот момент, он связан и с таким действием, и с таким действием. Контроль усиливается, с одной стороны, и сознание тоже меняется. Поэтому вот оно есть, такие процессы есть. Итак, что же, какие программные документы способствуют тому, что происходит изменения? Ну вот я их тоже не буду перечислять, их очень много, и я рассматриваю, не залезая куда-то в историю, вглубь там образовательной реформы, я рассматриваю только вот нынешний этап образовательной реформы, который сейчас на сегодняшний день идут. Вот есть целый ряд документов, которые были приняты, и что у нас главный закон, это федеральный закон об образовании, который очень сильно отличается от предшествующего закона. В нем самые важные статьи, которые изменяют образование, это вот 2-я статья определение качества, 59-я итоговая аттестация, затем независимая оценка качества образования и мониторинг системы образования. Это те статьи, которые в корне меняют правила игры. Если мы посмотрим, разобьем по ключевым областям этих изменений, то давайте посмотрим. Значит, по содержанию, что меняется. Во-первых, появился такой у нас так называемый прикладной бакалавриат. Что это такое? Чем он отличается от академического? Это, ну мы сегодня об этом поговорим, это практикоориентированный бакалавриат. То есть люди в 2 раза больше времени тратят на практику, на работу, непосредственно связанную с производством. Ну, чуть-чуть позже об этом расскажу. Появляется технологическая магистратура, то же самое. Затем, в корне изменились федеральные государственные образовательные стандарты. То есть, у нас совсем недавно были стандарты 2-го поколения, потом ввели 3-го поколения, уже измененных. А сейчас уже стандарты 3+, и говорят, уже 4-го поколения разрабатываются. 3+ еще не по всем специальностям принят, не по всем направлениям. Но уже, соответственно, 4-е поколение разрабатывается. И вот там в корне меняется подход, то есть вот компетенция, к тому, что человек должен уметь делать и так далее. И сегодня, например, ставится вопрос таким образом, когда вот недавно на одном заседании учебного совета преподаватель, проректор по учебно-воспитательной работе спрашивал, а вот я должна, вот, ну, правила игры, должна я студентов вести в музей современного искусства или не должна? И ответ был такой, так, откройте стандарт и посмотрите, вот, что предусмотрено компетенциями, что мы должны как бы подготовить человека, какие наши... Вот если там это есть, значит ведите. А если этого нет, не надо этим заниматься. Это не ваше дело. Вот скажем, вот такой вот подход.
очень рациональный. И вот та самая система, которой мы очень гордились в свое время, широкого такого профиля специалист, который ни в чем конкретно не специалист, может быть, так, но зато очень широкого профиля, который, значит, это уходит тоже в прошлое. К сожалению, идет вот такая вот очень рациональная заточка на какие-то конкретные вещи, связанные, вот, допустим, своим направлением, своей специальностью. Мы понимаем прекрасно, что в этом есть и плохое, и хорошее. Но это так, и вот нас, как вот Петр Первый за бороды, то есть нас также точно ведут вот по этому пути. Затем, обратите внимание, что аспирантура стала уровнем высшего образования. То есть она раньше была дополнительным, да, уже пост высшего образования. Сейчас это стало уровнем высшего образования. Я об этом тоже скажу. То есть ее ввели туда. Но это связано с тем, что, вы знаете, система наших кандидатов наук и докторов наук, она не соответствует западному разделению современному. И поэтому вот все эти преобразования вызваны именно этим подходом. Я об этом скажу. Технология меняется. Значит, появляется академическая мобильность, тоже о ней сегодня поговорим, связанная с сетевым обучением. Появляются так называемые базовые кафедры, потому что все стандарты, вот 3+, и так далее, они заточены на производство. И профессиональное сообщество выходит на первый план. И в оценке качества образования, и в подготовке стандартов государственных. Значит, то есть очень много внимания уделяется профессиональному сообществу. Затем используется повсеместно электронное обучение. И здесь тоже, вот у нас недавно был семинар, посвященный электронному обучению. Сначала было сказано, что очень многие вузы, ректора вузов вообще изъяли из своих программ заочную форму обучения и дистанционную. Вы помните, да, было такое противостояние мощное. Когда говорили, нам это не нужно, мы по этой форме готовить не будем. А потом было заседание Государственной Думы, неоднократные какие-то заседания советов разных при президенте, где было сказано, что если мы по этому пути пойдем, мы безнадежно отстанем от западного мира, который целиком переходит во многих направлениях на дистанционную форму обучения. И подход в корне изменился. Сейчас его везде как бы признают, но самое интересное, что формы работы, они не отработаны до конца, и появились такие вещи в законе. Например, на сегодняшний день можно даже проводить итоговую государственную аттестацию путем дистанционного обучения. То есть раньше это было невозможно. Раньше, если ты обучался на дистанции, ты обязан был приезжать в вузы, сдавать промежуточную всю аттестацию и уж тем более итоговую государственную аттестацию. Сейчас это возможно, это закреплено уже в документах во всех. Но как это реализовать? Понятно, что то есть, вот всевозможные подзаконные акты, как мы это называем, они еще не отработаны. Они появляются регулярно, но это все еще висит в воздухе, эти процессы. Затем, в оценке появился вот этот вот самый мониторинг, который вошел в закон об образовании, что он обязательно, мониторинг вузов. Аккредитация образовательных программ, вместо того, чтобы аккредитовывать учебное заведение, появилась. Тоже об этом скажем сегодня. И появилась вот эта вот профессионально-общественная аккредитация. Тоже о ней поговорим. Финансовое обеспечение. Значит, по-другому сейчас у нас идет распределение контрольных цифр приема в вузы. То есть на сегодняшний день очень сильно учитывается региональный фактор. То есть деньги идут по, значит, соответственно, более распределенно по различным как бы, регионам России. Повышение заработной платы профессорско-преподавательского состава. Хотя здесь опять больше вопросов, чем ответ. Потому что по всем нормам на сегодняшний день говорится, что работники образования должны в среднем через некоторое время выйти на, скажем так, на 100% среднюю заработную плату в регионе. И очень часто многие вузы и школы пишут о том, что да, у нас там зарплата средняя такая-то, такая-то, эти цифры стали публиковаться, а сами педагоги внутри учебного заведения, они как бы недоумевают, потому что у них нет таких высоких зарплат, которые, допустим, опубликованы, которые декларируются. И это вызывает очень много вопросов. Затем, переход на нормативно-подушевое финансирование. Это финансирование в корне иное, чем то, которое было. И оно учитывает наполняемость, то есть студентов. Если раньше вузы получали, допустим, вузы и учебные заведения получали какие-то бюджетные средства по смете по своей, то сейчас это все переходит по наполняемости. Студентами, потому что это напрямую связаны показатели. Вот. И вот эти вот оценки заработной платы очень сильно меняются.
Затем, в структурных преобразованиях, если мы говорим, появляются особые программы для ведущих вузов. Это так называемые федеральные университеты и научно-исследовательские университеты. То есть вузы градировали очень серьезно в России. Тоже сегодня поговорим об этом. Есть программа поддержки региональных вузов. И идет модернизация педагогического образования. Вот если коротко вот это вот все охватить, вот это вот примерно выглядит так. Значит, разработана так называемая общероссийская система оценки качества образования, вот это вот ОСО. Текущими элементами в данный момент является ЕГЭ. Значит, несколько слов по ЕГЭ хочу сказать. Еще, когда его вводили, вы знаете, какая была система, то есть все списывали, все могли спокойно там что-то такое на занятиях воспользоваться своим смартфоном. В интернете регулярно перед ЕГЭ публиковались данные, можно было заплатить деньги и получить ответы на вопросы. И вот второй год уже как в России ввели драконовские меры. Вы себе представить не можете. Вот опять у меня возникает вопрос. Вы представляете, спецслужбы ФСБ сидит на этих самых школах, контролирует процесс. Во всех, значит, аудиториях установлены камеры. Любой человек может выйти и посмотреть любую аудиторию в любой школе и посмотреть, как там происходит этот процесс. Так? Если кого-то видят, что человек списывает, значит, лишают его результатов ЕГЭ. И я вам хочу сказать, что вопрос такой, надо ли такие бешеные средства вкладывать, значит, в такой вот контроль. Помните, был такой хороший анекдот, когда один, значит, виночерпий, там, не виночерпий, а производитель вина, увидел, что его там охранник однажды обнаружил пиалушечку с недопитым этим самым вином. Он понял, что тот, значит, тихоря у него пьет вино, охранник. Тогда он нанял второго человека, который должен следить за этим первым. Через некоторое время он нашел две пиалушки уже с недопитым вином. Вот. И вот нужно ли такое количество народу вовлекать, например, вот в этот процесс, потому что безумные какие-то средства тратятся на контроль. Вот. Но уже второй год, я вам совершенно это однозначно говорю, списать невозможно. У нас некоторые наши преподаватели, у которых дети заканчивали школы в прошлом году и так далее, они были в шоке, потому что, как обычно, пошли платить куда-то, там кому-то чего-то заплатили, но мало того, что, значит, им дали неверные варианты, да, а Министерство образования само потратило огромные средства для того, чтобы в интернет впрыснуть неверные ответы. Представляете? То есть огромное количество народа занимались только тем, что, значит, фальсифицировало данные в интернете и так далее. Потом контроль был такой тотальный на этих всех мероприятиях, что действительно результаты, значит, настоящие. Но они оказались плачевнейшими. Потому что, если вы помните, 3 года тому назад у нас все республики Северного Кавказа получили высшие баллы по русскому языку там, и так далее, и так далее. То есть, когда это можно было списывать, и все пришли в вузы, а потом вузы говорили, что люди совершенно безграмотные, там 2 слов не могут связать и написать и так далее. Были потом проверки в самих вузах, на сессиях, отсев какой-то студентов и так далее. То в этом году, и в прошлом году, и в этом году данные уже были совершенно иные, и даже баллы повышали, вернее снижали по русскому языку и по математике, да, потому что просто выявилась тотальная безграмотность на всех уровнях. Вот, но то, что на сегодняшний день списать невозможно, это тоже уже факт. Вот, это если то, что касается ЕГЭ. Значит, теперь ГИА. Ну, это вот система, вы знаете, государственной итоговой аттестации, которая проводится для школьников 9 классов, как бы предшествующая ЕГЭ. Ну, мы знаем, что это абсолютно схемы западные, да, как бы они вот используются. И я вам хочу сказать, что я вообще, когда строю прогнозы на выживаемость тех или иных законов в нашем государстве, я всегда пытаюсь найти, есть ли аналог в западном, допустим, мире. И если есть, то, как правило, этот закон будет существовать. Вот. То есть, несмотря на то, что декларирует государство, там, что оно своим путем идет и так далее, тем не менее, вот такие вот вещи, они как бы, если принимаются, так по ним уже точно вот, как бы идет вот линия поведения. Поэтому и вот это вот все, вы знаете, сколько кричали, сколько и сейчас кричат, что ЕГЭ надо отменить, что это там все не соответствует нашим нормам там, и так далее. Правительство уверенно совершенно отвечает, что ничего подобного происходить не будет. Никто отменять эти вещи не будет. Затем мониторинг качества образования выпускников 4 классов, участие России в международных сравнительных исследованиях. Это все части вот этой вот ОСОКа, системы единой
по оценке качества. Появляются укрупненные группы профессий, это тоже то, что новое. У нас все соединили. Сейчас, например, при аккредитации вузов сделано так, что все специальности объединены в укрупненные группы. И если раньше лицензирование делалось по специальностям конкретно, сейчас по вот этим объединенным группам. И если, например, ну скажем, общественные науки, и если при аккредитации хоть одно из направлений полетело, то летит вся укрупненная группа в университете. То есть намного усложняется вот эти вот вещи. Затем, ну вот мы здесь как бы цифры связаны с удельным весом численности студентов там, на прикладном бакалавриате. Что такое прикладной бакалавриат? То есть предполагается, что выпускник, ведь вы же знаете, когда ввели вот эту форму бакалавриата и магистратуру, у нас же был всегда специалитет, очень многие, у вас немножко раньше, да, по-моему, даже ввели здесь, вот, значит, говорили о том, что многие работодатели не знают, кто такие бакалавры. Это как бы недоделанные специалисты. Вот такое как бы было к ним отношение. И на сегодняшний день вот ввели такое понятие, как прикладной бакалавриат. То есть предполагается, что выпускники академического бакалавриата это те, кто нацелены на науку, которые дальше будут идти там и заниматься наукой в чистом виде. А вот прикладной бакалавриат 2 года они обучаются по основам профессии, которые, допустим, они изучают, и 2 года это идет только одна практика. Они получают как бы специальности среднего профессионального образования. То есть и человек, который вот занимается, получает диплом прикладного бакалавриата, это уже практически подготовленный к производству человек, который из вуза уходит и идет на практику, и он уже подготовлен. Но здесь может быть аналогия с нашими вузами. Вы помните, в Тулзе были, да, при каких-то крупных предприятиях. Вот, вот попытка сделать, допустим, такое новое направление деятельности. Значит, вот прикладной бакалавриат. Затем, что еще можно сказать по инициативам университета? Ну, это академическая мобильность среди студентов, подготовка кадров для регионов, вот эти базовые кафедры, сегодня очень многие вводят базовые кафедры. Ну, вот в одном из университетов, где я работаю, там ввели кафедру совместно со Сбербанком, экономического направления. И, естественно, Сбербанк сам аттестует программы, активно участвует в отборе студентов, сам подготавливает программы, потому что в стандартах 3+, огромное поле деятельности появляется, то есть вариативность увеличивается во много раз. Если раньше стандарты у нас запрещали что-то менять, да, мы говорили там, ну, где-то на 20% могли что-то изменить, то на сегодняшний день до 50% изменений может делать вуз в своих программах, вот при согласовании с работодателем с каким-то. И базовые кафедры этому способны. Ну вот появилась такая вещь, как сетевое взаимодействие университетов. Это связь многих очень региональных вузов с ведущими университетами посредством разработки сетевых магистратур. Значит, ну, это нам очень всем понятно, да, идет как вот мы с вузами с западными работаем со многими, взаимозачет учебных модулей осуществляется, единый подход к содержанию методики обучения, прозрачность процесса и так далее. Это вот как раз базовые кафедры, о которых я говорил. Значит, что здесь, чем здесь это удобно? Тем, что для практик используются базы вот, непосредственно этих производственных предприятий, которые создают совместные кафедры. Это, конечно, упрощает работу во много раз. И нет необходимости вузам создавать свои какие-то лаборатории в отдельных случаях, потому что он может пользоваться уже вот этими вот базовыми предприятиями. Значит, ну вот здесь вот показано, как сертификация, квалификация происходит, значит, с этими производственными предприятиями. Разработаны подходы, вот, модели использования электронной образовательной среды. Ну вот этот процесс сейчас идет в стадии как бы формирования подхода. То есть Министерство образования пытается выработать требования к тому, чтобы оценивать организации, вузы, которые используют электронное дистанционное обучение. И то, что я видел последние документы, ну, это, вам скажу, та еще проблема. То есть я думаю, что сейчас на первом этапе вузы, которые переходят целиком, особенно целиком на дистанционное обучение, столкнутся с очень серьезным, как бы вот, подлогой будут их деятельность рассматривать. Потому что Министерство образования разработало бездну различных документов, связанных, вот как оценивать такой вуз. Потому что, вы же понимаете, летят все нормы.
На сегодняшний день есть нормы, например, по площадям. То есть на одного студента, если приведенного в очной форме обучения, должно быть не меньше 12 метров квадратных, да, там 12,1. Вот, естественно, если вы обучаете дистанционно, зачем столько иметь аудиторий? Да? То есть все упрощается, там, раньше было деление на 10, да, сейчас еще меньше, потому что, по сути дела, достаточно компьютер поставить. Вот, идет строгое требование к качеству программ, которые используются для взаимодействия со студентами. Вот, их тоже начинают оценивать. Ну, то есть там разработаны огромные методички, и мы еще просто не сталкивались с этим, потому что ну, как бы ни один вуз еще не объявлял себя, что он целиком ведет обучение только по дистанционным программам. Ну вот, это тоже то, что нам предстоит. Вопрос можно сразу, да? Да. Здесь речь идет о дистанционном или об электронном все-таки? О дистанционном я сейчас рассказываю. О дистанционном, электронное как бы внедряет все в свой процесс. То есть сейчас очень многие пытаются даже так замаскировать как бы дистанционно. То есть его как-то спрятать, не афишировать. Вот в отдельных документах показать, что оно используется, тех, которые выгодно, а в других местах, значит, его не показывать, потому что никто не знает правил игры и как начнет осуществляться взаимодействие. Поэтому электронное сегодня используют практически все в своей работе, дистанционные в чистом виде показывают далеко не все. Вот в сети очень много разных онлайн-курсов, ну, в частности, вот, в русскоязычной среде тоже, да? Это как-то мониторится? Это мониторится, есть целый тот же самый отдел отдельный в образовании, вот, который за этим следит. Есть единая база на портале российского образования, куда эти вещи вывешиваются. Есть всевозможные ассоциации, допустим, дистанционного обучения и так далее, и так далее. Но пока этот процесс в плане его увеличения идет хаотично. То есть кто-то участвует, допустим, декларирует свои курсы, кто-то просто так вывешивает, потому что возможность вывесить курсы очень как бы простая, да, как любой преподаватель должен повесить и так далее. Но на сегодняшний день это начинает оцениваться при аккредитации программ, то есть опять-таки оценки появляются. И поэтому идет как бы процесс упорядочения этой вот деятельности, вузы пытаются это привести к какой-то единой планке и так далее, и так далее, и так далее. Но и огромное число энтузиастов среди преподавателей, которые просто вешают сами свои курсы где хотят. То есть вот такой вот идет игра. Вот. Значит, ну, если говорить о приоритетах развития электронного образования, то вот, значит, такие вот вещи декларируются, вы можете посмотреть, я не буду там как бы это все читать. Значит, ну и вот эти вот самые нормативные документы появляются, о которых стоит так сказать. Значит, это документы, часть из них утверждена, часть находится в стадии утверждения. То есть определен порядок применения организациями электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, реализации образовательных программ. Есть такой документ. Есть макеты федеральных государственных образовательных стандартов, и есть уже утвержденные ГОСами. То есть это тоже то, что сегодня... То есть каждый день практически появляется какое-то новое направление, где утвержденный макет федерального государственного образовательного программы. Стандарт. Положение государственной аккредитации недавно принято, относительно недавно, положение лицензирования образовательной деятельности и порядок организации осуществления образовательной деятельности программ бакалавриата, специалитета, программ магистратуры. Это такие документы основные, которые появились. Значит, что меняется в аккредитации? Ну вот, если раньше аккредитация проводилась по типу и виду, то сейчас она переходит на аккредитацию программ в образовании. Затем, значит, аккредитация идет на основе федеральных государственных образовательных стандартов, где определяются общесистемные требования. И регламент работы аккредитационной коллегии тоже меняется. Ну, можно сказать, в качестве вот таких вот мелочей, которые в значительной степени ухудшили положение вуза. Теперь, например, члены аккредитационной коллегии, аккредитационной комиссии, которая к тебе приходит в вуз, если раньше ты мог просто отказаться, вот, например, ты выставил маркетинг на аккредитацию, так? Ты видишь, что у тебя там не проходит, что-то не идет, ты просто взял и эту программу, это направление снял с аккредитации. Сейчас это сделать не удастся. То есть, если, допустим, члены комиссии обнаружили, что у тебя идет какое-то грубое несоответствие, у них расширились полномочия. Они могут написать в документах своих и потребовать лишить лицензии. То есть раньше не было такой возможности. Самое худшее, что могли тебе сделать, это не дать тебе аккредитацию. А сейчас, если вдруг они что-то выявили, что грубо нарушает
как бы, требования либо стандартов, либо прочих документов, вполне они в состоянии вообще потребовать, чтобы вуз был лишен и лицензии тоже. Вот, допустим, такая вот вещь. Ну и многие вещи еще. Значит, об этом я хотел еще немножко рассказать. Вот мы как раз вчера с Светланой Рустамовной этот вопрос обсуждали. Когда были вот приняты последние документы, ужесточающие требования к аккредитации и к лицензированию, мы все представители образовательного сообщества говорили, что никогда у Министерства образования не хватит сил, чтобы осуществить такое гигантское количество проверок. Ну, было заявлено, что 2500 вузов это слишком много в стране, что нужно все свести к 500 как минимум. И с высоких трибун и министр образования, вы помните, Ливан, очень много раз об этом говорили, что слишком много у нас вузов, слишком много высшего образования и так далее, и так далее. Хотя я не вижу проблем, если люди стремятся к образованию. Конечно, что же здесь плохого? Вот, но тем не менее это было объявлено, и вот сейчас планомерная деятельность ведется, действительно, как скоро останется, наверное, не больше 500 вузов. Потому что по любому поводу вузы закрываются. По любому поводу. И вот посмотрите, какими средствами решен был этот вопрос. Был создан, ну скажем так, как можно его назвать, не как организацию, а просто как такое сообщество, было создано сообщество экспертов. То есть Министерство образования стало присылать приглашения ведущим преподавателям с предложением пройти вот это вот обучение и стать экспертом Министерства образования. Ну, очень такое грамотно составленное приглашение. Вот я раз 6, наверное, получал, я не захотел этим заниматься. Вот, то есть там написано было так, что, уважаемый Андрей Владимирович, учитывая ваш огромный опыт, там, и так далее, Министерство образования предлагает вам пройти, значит, там, курсы, стать нашим экспертом, и так далее, и так далее, и так далее. Где-то обучение там ведется от 3 до 6 месяцев, и затем человек получает или не получает документ, становится или не становится экспертом, там еще тоже система аттестации определенная предусмотрена. И после этого он уже начинает проверять другие вузы. И вот как это всегда в нашей стране происходило, руками своих же коллег начали уничтожаться вузы. То есть происходит парадоксальная ситуация. Да? Вот приходят свои же проверять, и свои же тебя топят. Ну, значит, здесь есть позитивные и негативные вещи. Вот если говорить о позитивных. Раньше, вот, например, если говорить о дистанционном обучении или электронном образовании, тебе приходила комиссия из Министерства образования, которая часто вообще ничего не понимала в этом. Ты мог показать ей там какой-нибудь, там, я не знаю, ссылки и сказать, что у тебя есть электронная библиотека. Так? А у тебя там просто ты ссылок настроил там на разные источники. На сегодняшний день это невозможно. Тебе приходит 6 человек, например, проверять, и каждый специалист в своей области. И вот он приходит и говорит, так, быстренько мне это направление, и они начинают сидеть и писать. То есть там уже не пройдет это дело, потому что каждый вот знает то, что он ищет, и то, что он делает. Но при этом, естественно, количество всяких недостатков в десятки раз увеличилось, и вот этот процесс как бы стирания с лица земли неугодных заведений, он убыстрился в десятки раз. Вот как это оценить? Хорошо это или плохо? Кто-то говорит, это очищение системы образования, так? Кто-то говорит, что это ну, просто опять-таки государство этим самым мечом все уничтожает. Вот, ну, разберемся, посмотрим. Но то, что происходит сейчас, это вот именно такое вот тотальное вычищение вузов. Потому что, естественно, какие-то вузы, помойки, которые были, уничтожаются, ну и слава богу. Вот, но при этом и хорошие вузы, если они не угодны Министерству образования, по каким-то причинам, тоже с легкостью попадают под этот процесс. И опять-таки руками самого образовательного сообщества. Вот такая вот вещь. Значит, дальше. Ну вот, если говорить об общественной аккредитации, я думаю, что как бы я тоже не буду на этом останавливаться, да, у вас это, тем более уже об этом это много обсуждалось, да, в Кыргызстане. То есть я даже знаю, что отменялась да, государственная аккредитация, потом вводилась вот эта общественная профессиональная. Ну вот коротко, можете глазами просто пробежаться, значит, меняются цели, значит, вводится это, у нас ее еще в чистом виде нет. То есть пока все эти функции осуществляет пока Министерство образования. Но, значит, только в отдельных вузах вводится вот эта вот общественно-профессиональная аккредитация. Декларируется, что через некоторое время она заменит где-то государственную, где-то станет на равных с ней и так далее. Но на сегодняшний день вот продекларирована эта общественно-профессиональная аккредитация. Вот, можете посмотреть, что значит, как бы все это очень красиво звучит. Но так же, как неоднократно говорилось здесь на наших семинарах, это все дорого,
вуз должен платить сам, не у всех вузов есть средства для этого. Вот. И самое главное, появляется гигантское количество разных аккредитационных контор неизвестно какого статуса. Вот как бы такая вот вещь. Теперь, если говорить о структуре высшего образования, посмотрите, как вузы были разделены. То есть появилось два федеральных университета. Это МГУ и Санкт-Петербургский государственный университет. Этим вузам дано право самим составлять свои стандарты образовательные и учить по своей программе. Только двум вузам. Никому они не подчиняются, свои собственные дипломы выдают и сами, значит, для себя делают стандарты. Вот это два вуза. Затем это так называемые национальные исследовательские университеты, 29 крупных вузов, известных там и так далее, которых вот такой статус получили. Затем вузы, реализующие программы стратегического развития, а какое стратегическое развитие мы сейчас тоже посмотрим. Вот. И все остальные вузы, государственные, муниципальные, и, значит, которые как бы вот не получили этого статуса. Уровни подготовки. Значит, соответственно, магистратура, ординатура, PhD, вот эта вот аспирантура, так тоже сейчас мы о ней поговорим. Вот, и приоритетные направления были определены следующие. Инженерия, наука, образование, медицина, управление в социальной сфере. Ну вот я в качестве примера взял деятельность Минпромторга. Вот, допустим, в этой системе какие направления были определены приоритетно. Это тоже сказывается на финансировании, на контроле цифр приема и так далее. Вот эти вот направления признаны самыми приоритетными. Значит, аспирантура как третий уровень высшего образования. Вот здесь вот я такую табличку сделал, чтобы было все наглядно. Главное, это вот красным то, что я отметил. То есть раньше, когда человек заканчивал аспирантуру, ему никакой квалификации не присуждали, а теперь он получает квалификацию исследователь, преподаватель-исследователь. Но при этом пока сама как бы вот эта вот квалификация кандидата наук, она не исчезла, да, если ты как бы защищаешь потом диссертацию. Хотя много об этом говорили, что она уйдет. И вы знаете, в очень многих странах постсоветского пространства отменена, да, как бы эта степень кандидата экономических наук. В Украине недавно это тоже произошло. Вот. Но пока у нас и это остается, и магистратура есть. Но понятно, что тенденция такая, что через некоторое время, видимо, кандидаты будут отменены. Вот. И как бы это все придет в соответствие уже с западной системой градации. Вот. Ну теперь, что еще, значит, вот, если говорить о нормах, какие заданы федеральных законов в федеральных государственных образовательных стандартах, значит, форма получения образования там упрощается, сроки обучения там вводятся для всех форм обучения, объем образовательной программы в зачетных единицах уже идет, в кредитах, возможности электронного обучения оговариваются. И появляется вот это требование, которым последнее, это тоже, это я вам отдельно скажу, что это такое, да? Требование инклюзивного образования. Инклюзивное это значит образование для лиц, ну, для инвалидов, скажем так. Да, с ограниченными возможностями людей. Вот то, что сейчас происходит, это тоже, знаете, таким же вот способом. Не дай бог, если в ВУЗе на сегодняшний день, например, нет пандуса для въезда инвалидов. Если нет, например, там, возможности на лифте доставить на какой-то этаж и так далее, ВУЗ с легкостью может быть лишен лицензии. То есть все сайты должны быть сделаны для людей слабовидящих, допустим, видящих хорошо и так далее. И все это внедряется, опять-таки, вот в кратчайшие сроки. То есть, а как это делать, я вам скажу. ВУЗ приходит, то есть вот вчера это опубликовали, этот документ, так? Через 3 дня в ВУЗ приходит прокуратура. Тебе идет, просто приходит письмо на почту, что завтра вас проверяют на, значит, возможности доступности образования для инвалидов. И к тебе приходит прокуратура. И представьте все документы, покажите, расскажите, и тут же тебе сразу выписывают как бы штрафы там, и так далее, и так далее, и так далее. Опять не исправил, еще документы определенные соответствующие. Вот такими методами. То есть никто не ожидал, понимаете? Раньше у нас даже нормально документы не доходили из Министерства образования, да, потому что кто-то там рассылал по почте, почта терялась, по электронной почте неизвестно, там пришло тебе письмо. А сейчас ты просто уже вынужден сам, люди специально сидят и все мониторят, чтобы, не дай бог, какую-нибудь бумажку очередную не пропустить. Потому что каждый раз идет вот эта проверка, наказание, а штраф огромный. То есть, если повезло ректору и выписывают на него как на физическое лицо, это где-то 100 тысяч рублей, так? Ну, 50, может быть, минимально.
А если на учебное заведение, это 300, 400, 500 тысяч за одно какое-нибудь правонарушение. Не исправило, снова тебе, снова. Вот, и поэтому, естественно, все закрутились, да, как ужи на сковородке. Да, это МГИМО. Они курируют все программы международные отношения, плюс, допустим, рекламу там, и так далее, и так далее. Процесс был очень простой. Ты приходил, тебе выписывали сразу, чтобы стать членом, там, счет за членство, и потом за аккредитацию. То есть, ну, на уровне где-то было лет 5 назад, было где-то, нужно заплатить там порядка 60 тысяч. Это не маленькие суммы, так, рублей. Вот. И более-менее там закрывали глаза тебе, как если ты оплатил все, ну, как бы там, как правило, тебе писали. То есть, сейчас многие вузы стали сводить деятельность ОМО именно только чтобы выписывать вот эти вот деньги. Оплатил, значит, там как бы прошел. Вот. И очень большое было недовольство, и постепенно вот как бы вот УМО появились альтернативные организации, в частности, например, стандарт, вернее, учебный план по юриспруденции раньше можно было только утверждать в МГУ, так, в УМО. Но потом появились шахты. Так, в шахтах отдельное подразделение, которое, значит, стало оценивать эти программы, и потихонечку, да, оно стало альтернативным. То есть можно было либо там, так как через МГУ пройти было почти невозможно, они всех резали, все, значит, переключились на шахты. И постепенно шахты само преобразовалось в какую-то тоже монстроподобную организацию, и сейчас уже их обрезают в правах и так далее, потому что там, видать, пошла коррупция там, и так далее, и так далее. Поэтому на каждом этапе появляется что-то свое. А это Но УМО сейчас какие-то некоммерческие образования или это при ВУЗе? При ВУЗе, нет, а в шахтах, вы видите? Да. Нет, в шахтах это отдельное подразделение при Министерстве образования. Да, научится что-то такое, научный исследователь, там хитрое какое-то такое название. Вот. Сначала они были как коммерческая организация, потом они стали при них. И их задача, я вообще честно вам скажу, вот при оценке учебных планов, вы знаете, наверное, не знаю, как в Кыргызстане это построено, но у нас это доходило до полного идиотизма, потому что там должно было быть совходить там, я не знаю, в десятичных цифрах после запятой, при часах, там, четность, нечетность, там, и так далее, и так далее, и так далее. И это стало такой как бы системой, которой имеют доступ только самые выдающиеся специалисты. Да? Ну, то есть была создана система, при которой ты вынужден был платить, потому что другой альтернативы у тебя было, просто не было. Сам сколько бы ты ни составлял, у тебя красным выходило несоответствие, и почти все несли деньги туда, чтобы они тебе сделали консалтинг. И сделали такой программу, такой учебный план, который бы подходил. Ну, вы понимаете, да, вот это вот все было сделано. И я однажды, значит, когда пришел, ну, естественно, это какая-то была там 3-я аккредитация, 4-я, лет, наверное, 7-8 назад, я пришел к человеку одному в Министерстве образования, который нас курировал. И говорю, слушайте, ну что же это такое, ну здесь не сходится, вот сейчас здесь убрал, тут красное пошло, там и так далее. Он говорит, а ты что думаешь, зачем такое подразделение сделали? Ну, то есть, ну, явно было сделано вот в свое время с коррупционными какими-то целями. Но при этом все там, сплошные формулы, расчеты и так далее. Представляете, для гуманитарных вузов, что это такое было? Каким кошмаром оборачивалось составление этого учебного плана. Вот, поэтому вот такая вот вещь была. То есть какой-то был шаблон, куда все это Да, но программы целые разработаны, которые... Да, это и тоже денег стоили больших. Да, извините, вот просто из вашего выступления получается, что оценка идет формальная, да, то есть Была. То есть, а вот если можно, покажете на компетентностную ориентацию, то есть насколько ее же нельзя по формуле компетентностной ориентированности, ну, насколько я понимаю, по формуле сложно измерить, или все-таки исхитрились и тогда где это посмотреть? Ой, сейчас, секундочку, давайте посмотрим, да. Значит, ну, если говорить об оценке, естественно, вот мы как бы, мировая практика оценки, вот она следующая, да, вот мы можем говорить о миссии определенной, допустим, учебного заведения, об интеграции, участие, допустим, в международных информационных сетях там, и так далее, если говорить о ВУЗе, качестве и результативности образования, качестве и результативности научной деятельности университета. То есть вот по этим как бы, градациям идет оценка качества. Значит, при этом мы говорим о внешнем окружении, позиционировании учреждений на рынке образовательных услуг, интеграции в мировое пространство, там, развитие системы оценки качества, о внутренних процессах и о связях с работодателем. Если говорить о внешнем окружении, значит, это регулярная внешняя оценка качества образования учреждений, и если говорить об индикаторах, это ежегодный публичный доклад по результатам проведенной внешней и внутренней оценки качества.
Привлечение к оценке качества представителей работодателей, зарубежных экспертов и индикатор наличия представителей всех перечисленных категорий в составе оценочной комиссии. Проведение рейтингов курсов уже путем анкетирования студентов по окончанию каждого предмета и публичное освещение рейтинга курсов. Значит, в федеральных государственных образовательных стандартах было вот декларировано следующие вещи, вы уже можете их посмотреть. И если говорить о содействии трудоустройству студентов и выпускников, то вот, значит, вот эти вот мероприятия значит, должны были быть обеспечены. То, что сегодня внедряется. Если говорить сегодня о формах оценки качества образования по уровням, то вы посмотрите, что у нас сегодняшний день есть. Это итоговая государственная аттестация, это лицензирование, это лицензионный контроль, затем государственная аккредитация, контроль качества регулярный, общественная оценка качества образования, профессиональная общественная аккредитация, сертификация профессиональных и прикладных квалификаций и регулярный мониторинг. Ну, то есть очень-очень такая вот система регулярная, жесткая, которая на сегодняшний день в полном объеме практически выполняется. Теперь, значит, мониторинг вузов. Вот что это такое? Это раз в год, начинается в феврале, да, где-то февраль-март, как все вузы проходят вот этот мониторинг. Это в обязательном порядке, он введен совсем недавно. И если только вуз не прошел, то есть вот здесь есть 7 разделов. Если ты выполнил 4 раздела, у тебя плюсы, то значит ты выше порогового значения. Значит вуз прошел этот мониторинг и является эффективным вузом. Если вуз выполнил меньше 4 показателей, он считается неэффективным. И если только он неэффективный, значит к нему тут же едет проверка. И проверка, которая не будет проверять результат составления мониторинга, а начинает проверять всю его деятельность. Все выполнение лицензионных нормативов. То есть полностью, и как правило, она пишет тебе предписание там на 100 листах, где она у тебя там все находит. И после этого начинается процесс. Значит, ты должен выполнить это предписание. Если ты его не выполняешь, значит, идет повторное предписание, административные правонарушения. Причем, как правило, комиссии, которые приходят к тебе, и которые тебе параллельно после предписания выписывают эти акты о нарушении каких-то норм, как правило, открывают они порядка, где-то делают 10, 15, 20 этих актов. И каждая стоит, вот я вам говорил сколько, да, то есть по каждому ты должен заплатить. Суды принимают однозначно сторону Министерства образования, по крайней мере, первой инстанции. У меня есть ректор знакомый из Ростова, которая на первом этапе, то есть на суде начальной инстанции, все проиграла. У нее было 22 дела. Но на второй, когда она взяла адвоката, заплатила ему порядка 3 миллионов рублей. Значит, там дальше тоже каким-то образом она взаимодействовала, тоже не совсем законно, так? Она из этих 22 оспорила 18. Но 4 прошли, и все равно это привело к составлению второго предписания. А после второго предписания, как правило, вуз лишают сначала права приема, замораживают, а потом, если ты его не исполнил через некоторое время, а может быть не исполнил просто буквально мелочь какую-то, так? Потом тебя лишают, уже приостанавливают лицензию. И везде через СМИ это активно все тиражируется, вы не поступаете в эти вузы и так далее, и так далее. Да. Ну, вот, образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность. Вот обратите внимание на этот пункт 3, международная деятельность. Да? На сегодняшний день все вузы России озабочены международной деятельностью. Им необходимы договоры с вузами иностранных государств. Да? Я к тому, что вот сейчас как раз очень хорошее время для заключения всевозможных взаимных контрактов, договоров, обменов студентами там, и так далее. Потому что все учитывается. Вот. Но вот я, например, задал такой вопрос. Если у меня, например, есть друзья, допустим, ну, скажем, из Германии, так? Все PhD, доктора и так далее. Могу ли я их, например, оформить как преподаватель иностранных, которые у нас читают? Я получил на это ответ. Значит, если нет, потому что комиссия, которая придет, потребует разрешения на работу в Российской Федерации, все необходимые миграционные документы там, и так далее. А вот пока участие через интернет преподавание еще не признает, потому что соответствующих нормативных документов нет. Поэтому вы понимаете, да, в каких условиях взаимодействуют. То есть каждый раз находятся какие-то выходы, и они потом регулярно обрубаются Министерством образования. Ну вот такая вот вещь. Значит, финансово-экономическая деятельность. Тут это сейчас я отделился. Инфраструктура.
Значит, вот раньше была инфраструктура, а сейчас ее убрали. Заменено средней зарплатой преподавателей. То есть она должна быть не ниже порогового значения. Ну, как правило, это на сегодняшний день, там, я не помню, последний порог, что 35, по-моему, или 40 тысяч, там, в общем, это минимальная зарплата. И некоторые ректоры, которые не платят такую зарплату, к ним приходят и говорят, они пытаются написать. Но к ним приходят и говорят, покажите, сейчас же все перечисляется. Где? И начинают платежные поручения залезают. Банковские документы поднимают. И раньше, вот, например, было так. Мы подавали формы в статистическое управление, ВПО-1, ВПО-2. Потом и в Министерство образования. Формы все были по-разному. Я мог врать. Я мог туда одно подавать, сюда другое и так далее. Сейчас все объединили. И если ты открываешь мониторинг, уже ряд вещей с серыми обозначить, ты не можешь ничего изменить. Потому что так ты подал ВПО. Статистику всю тебе связали со всеми этими вещами. Ты ничего менять не можешь. Все завязали в единую базу. Поэтому только вынужден платить эти деньги ректор и так далее. Как бы он там не хотел идти. Трудоустройство – это вообще параметр, который берется и непосредственно из данных бирж и Министерства труда там, и так далее, оттуда тоже, сколько выпускников стоит на учете в службе занятости. Вот, вашего вуза. По всей России все считается. Вот, и это тоже серый параметр, который ты изменить не можешь. Вот, кадровый состав. Ну, соответственно, там директора, кандидаты наук и так далее, тоже все считается. Ну, если говорить о транспарентности образования, последнее, я уже так затянул свое выступление, значит, общие принципы транспарентности образования. Ну, вы знаете, что прозрачность должна достигаться в сфере управления, в финансово-экономической сфере, в сфере нормативно-правового сопровождения и искоренения коррупции. Вот еще такой момент. Как у нас это вот, последний пункт достигался? Неожиданно вдруг мы получаем письмо из прокуратуры. Завтра к вам приходит проверка на внедрение в ВУЗе правил искоренения коррупции. Мы, естественно, ничего не знаем, что это такое, откуда. Приходит прокуратура, покажите документы. Говорю, а что, где? А вот были нормативные документы. Вот это действительно было опубликовано, сразу не заметили, не увидели. Там целое мероприятие, так, среди преподавателей и студентов. Нас тут же штрафуют. Так? Мы, естественно, потом это все узнаем, публикуем на сайте. Через некоторое время вот это, значит, мы провели мероприятие по искоренению коррупции. Но сейчас все, вот, обратите внимание, на всех учреждениях, в Министерстве образования, везде этот пункт искоренения коррупции. Значит, там тоже целая база нормативов. Вот, значит, как это достигается транспарентность образования на сегодняшний день? Было принято порядка 8 документов на уровне президента России о сайте учебного заведения. То есть отдельный, значит, указ президента о сайте учебного заведения, где перечислено, что на сайте должно быть. А на сайте должно быть вообще все. То есть, и, значит, сведения о финансовом состоянии, и сколько куда денег пришло, куда ушло, и сколько каждый преподаватель получил, и, значит, какие программы есть, и подробно даже сведения о всех программах повышения квалификации, которые прошел каждый из преподавателей. То есть, абсолютно все должно висеть на сайте. И задача такая. Значит, через это время Министерство образования даже не будет выезжать. Оно будет проверять все только по сайту учебного заведения, просто в интернете. На сегодняшний день они уже так делают. Они приходят, открывают сайт, и сначала там все ищут. Если уже не нашли, требуют документы. И вот посмотрите, что должно быть. Вот я здесь перечисляю. Это минимум тех вещей, которые должны быть на сайте. Зайдите сегодня на сайт любого действующего университета в России, и вы везде это найдете. То есть тоже не хотели публиковать, не делали, потом как пошли штрафы. Все закрутились, людей опять взяли отдельно. И начали все это вешать. Вот. Значит, отчеты об исполнении финансового плана, стипендии, гранты, то есть, ну, все.